В селе Новый Ингинского наслега Тампонского района в рамках программы «Социальное развитие села» ввели в строй коровник. Объект рассчитан на 50 голов крупного рогатого скота. Репортаж Марии Виногуровой. Строительство нового круглогодичного коровника жители маленького села Новый, что в 9 километрах от райцентра, ждали давно. Уже сейчас на зимовку скота селяне передали на содержание 44 головы крупного рогатого скота, из них 18 дойных коров. Также здесь нашлись места для кур, кроликов. За хозяйством присматривают трое работников. Супруги Захаровы в сельское хозяйство пришли работать сразу после окончания учебных заведений. Сами выросшие в селе, они знают толк в уходе за животными и ценят свой труд. Ну, в основном зарплату работников мы сейчас получим 15 тысяч. Ага. Ну, дальше хотим, конечно, если будет хороший большой объем, то весне, конечно, зарплату хотим увеличить от надоя молока. Если в деревне создавать условия, благоустроенный дом, зарплата, ну, хотя бы сейчас в пределах 30 тысяч, мне кажется, никто бы из деревень не уезжал, наоборот, бы приезжали. Многие селяне, большей частью пенсионеры, за содержание своего скота расплачиваются сеном, что выгодно и для кооператива, и для людей. На следующий год еще должны увеличить этот коровник еще дополнительно 50 голов, значит, это все на 100 голов должно быть. Животноводческий сельхозпроизводственный кооператив «Аттос» полностью готов к зимовке. Заготовлено 80 тонн сена. Достаточен запас и комбикормом, который субсидируется по линии Министерства сельского хозяйства республики, что дает возможность круглогодично кормить буренок концентрированными кормами. А это, в свою очередь, повышает надои молока. В 2013 году для поддержки сельского хозяйства из районного бюджета Тампонского улуса выделено более 7 миллионов рублей, 1 миллион из которых пошло на строительство нового коровника в Ингинском наслеге. Политика поддержки отрасли будет продолжена. Мария Винокурова, Джоустан Толстяков, НВК Саха, Хандыга.